А теперь, ладно, все, я про свою кончила, да? И вот я разошлась, и все. И вот иду я... Некрасивое слово тетка, извините. Нормально, Саша, слышишь? Не, Иду я не на буду. работу, заплаканная, разошлась, развелась, иду, дитё у меня маленькое, няньки у меня 2, иду я на работу, как всегда, каждый раз, догоняет меня машина. В то время это самое богатое. А он был во Франции в военной миссии, который мой муж, который вот прожил я с ним всю жизнь, который умер 10 лет назад. Он старше был, он останавливается, вас подвезти, девушка. Я такая иду в японской кофте раньше. Если ты помнишь, конечно, нейлоновые кофты были расшитые такие. А я сама черная кофта желтая, с такими петухами, такими иду. Вся яркая по улице, пешком иду. Я села подвезти, все, я поглядела, такой красивый мужик, думаю, блин, это точно мой. И все, а он был разведенный. Я говорю, одна дочка, у меня тоже одна дочка, я говорю, только старшая, я говорю, 54, у меня 64. Так мы сошлись и прожили всю жизнь. И если бы... Это здоровый такой мужичок у вас. Да, если бы не это самое, если бы не крепкий такой. болезнь-то, Красивый мужчина. если, да, если бы не болезнь-то вот пришла, Крепкий, пришла она ниоткуда, горелки не здоровый. пил, может потому что у нее и крыша поехала, что горелки не пил, не знаю. А где он работал, вы говорите? Он военный бывший, рубист. Потом он в последнее время работал на интеграле начальником сбыта, уже А у когда него на там, пенсию ушел. его в роду там ничего, никаких проблем не было? И в роду были, да. Были проблемы? Да. А ну вот Два поэтому брата в роду. это по наследству Да. передалось все. Ой, в общем, повезло. Значит, по наследству передается. Ну, по крайней мере, Повезло. по крайней мере. А он моложе вас был или старше? Он старше на 21 год. Короче, я, например, свою судьбу не лаю, не говорю, як по-белорусски говорить. Я считаю, Это я читала, что как-то от рождения человеку написано, так, да. то надо его прожить. А иначе ему надо И вот я терпеть. сейчас 2 слова только скажу Да, молодым. Саша, не став, когда держишь в руках. Да, Все, я да, тут говорю. Пока еще не поставил. Я Племянничек, слушаю, да, слушаю. это самое, во-первых, Бог знает, вот тоже вторая ошибка, мол, на 21 старше, это много. Это много. Но, учитывая то, что... Почти папа, да. Но он, учитывая то, что моего ребенка, он красавец был, спортсмен, ну, военная выправка такая, мужик А у вас, то, что знаете, надо. что фотографии там не видно разницы у вас? Вот, это, Не видно понимаешь, разницы он никакой. Ну, так тоже потом. Нет, я смотрел фотографии, Вот. там на юге они там много, на юг ездили много раз. смотрел, да, смотрел всю жизнь. Вы есть. куда ездили, на какие места? Ой, и в Крым, и в Кавказ, где хочешь. И, Там же никакой разницы не видно совершенно. вот, у вас. и это самое. Почти Ну, одинаково. мужчина всегда, женщина Кто? всегда больше Да, переживает Лариса, его. это Ага. самое. У него Самое молодая главное, жена, он был старался. семьянин, он никогда не пил и не бредовал. Характер, но единственное было недостаток, это ревность. Ну, разно на 21. Я с этим звыклась, Конечно. я звыклась и молчала. Вот сигнализация в магазине работает, а ты такая, а ты возьми кровать, ты там ляжь, полежи там и так далее, и так далее. Ну, что я все терпела. И терпела, это все было на моих нервах. Боевая. Сказала бы, а ты приди ко мне. Да пару раз поближе. приходила, проверяла, Не потом проверила. мне уже все надоело, я уже никуда не звонила, никуда не это самое. Ну, а потом все, он заболел, Ты боевая такая, поэтому ему казалось, заболел, и все на этом. И все на этом. Мы встречали. боевая Мы и встречали маму. симпатичная. Она тоже допоздна работала. Я, допустим, очень волновался, когда она допоздна. И я всегда ее ходил встречать. Потому что боялся, что, не дай бог, какой бандит Ну, нападет. там. естественно. А вы знаете, что Минск это не Барановича, не Минск, а тем более нужно было идти через пути. Через мост тогда был, мост. Вот мы Через по путям. ходила ты через пути. Мы по путям. Ты забыла уже. Мы ходили через пути все время. Напрямую, тогда не было забора этого, и мы ходили прямо напрямую. Речь. Уже тут мои Не, рассказали, я ж не знала просто всего речь о этого. том, а почему? У вас профессия одинаковая. Ты тоже засиживаешь до 11 часов, тоже там всякие как эти самые у вас иначе? Ну, а там как иначе? перерасчеты всякие там и прочее, там Перерасчеты. все. Но мама прожила разве легкую жизнь? Тяжелая, Вот так. у нее тяжелая жизнь. Вот так. Знаю, на Она с что одним это. мужем, но очень тяжелую жизнь прожила, да. Поэтому не надо говорить, кому с одним, кому с другим, кому. Тяжелую. Что написано Богом? Мама оберегала, чтобы детей сохранить, все, поэтому мама страдала. Такая красавица, стоптала свою жизнь под ноги, и все, это точно я говорю. Ладно. Марич, ну скоро мы отметим 80 лет, вы к нам Уже приедете 80, тоже, да? Я тоже приеду с супругой, вот, на 80-летие. Нам будет что сказать? Нам будет Нет, что ты сказать. же не говори Да. обязательно Ну, а что? приехать, но еще чтобы встретиться еще. Мама, в субботу. Вот что. Я же сказала, если в выходные Субботу. это не попадет, ну что приеду я в Баранович, так это точно. Обязательно. Потому что я сказала, что я не гарантирую, потому что на выходные у меня не получится. Но я как-нибудь попаду какой-то выходной у Вероники. Хорошо, спасибо. Не, Саша, не на кого оставить давай. я тебе говорю, ребенка, ну, не нет. на кого оставить. Ну и конечно, не надо. Она же развелась с мужем. Ну, я тебе Ну, 3 говорю. года ребенку может. Вот Мы уже- тебя не задерживаем. тебе Да, о чем ты говоришь, Да, Лариса? да. Сколько, 5 Пускай часов? камни с неба падают. Причем тут Ну, так а с малышом. там найдутся кто Есть, забрать. есть кому, Пускай да. заберут. Ну. Вы сколько лет не виделись?
Вот о чем говоришь. Нам Ну, некуда а торопиться. ты уже спешишь Да. прямо уже. Ай-яй-яй уже. Ай. Нет, ну Уже, да, зачем же прямо так уже. уже Ну, а вот что это? уже? Ну, Я прямо. очень рада, что мы встретились, что она согласилась. Я хотела уже уезжать сегодня, а потом Саша Что говорит, это мама, за... мама, ты же это еще с Майей не знакома. Я ему Как сказала, ты такое что- могла сказать? Я что говорю, я согласилась. Я говорю, я Майю помню совсем вот уже маленькая, такой уже взрослой. Только по телефону мы, по-моему, так разговаривали пару раз. Он туда поедем. Это его было затея, что он Молодец. Ну. Ну, давай за тебя выпьем. Давай, Денис. Давай. Он уже покраснел, румяненький стал. Красавец. Я всегда румяный. Это у меня такая, это самое. У меня сосуды просто близко к коже. Ну, у находятся. меня ж такие. Сосуды. И поэтому, да. Мы же родня. И поэтому, да, это мы ж, да, Да. от козичей. Поэтому у нас одинаково все. Да. Давайте. Я просто за то, чтобы нужно находить свою родню и не терять ее. Молодец. Вот Это да. мы нашли вот Так тебе надо твою идти, знаешь, сестру. куда работать? Вместо Кваши. Игоря Кваша. Точно. Вот тебе там точно до такого красавца поставить, бо Игорь Кваша скоро сдаст, его уже сердце сдает от этих шаг. Я к его переживать, вот это согласна? Ну, со там мной? есть, если там есть кому заменить его, там уже есть люди, которые Ну, работают естественно, там, там уже должны и подбирать. дочка там и дочка уже там хорошо работает, шукшиной там, и проще там Ой, все уже, да. Господи. да, Давайте всё, туда да. же. Лучше мы сами будем находиться. О чем речь? Да. Пусть, да. А вы тогда в конце апреля были в городке или где были, когда мы приезжали? По-моему, На, да. на поминовение монет. День поминовения. Но было же тогда она. Вы были там на месте? Ну, конечно. У нас был разговор об этом. как да. это, я Как мы я не не зашли? знаю. Как мы не зашли? Я просто не подумали, что там кто-то может... Мне просто сказали Мне эти только самые... соседка рассказывает, да, такие представительные люди подошли к вашим могилам. Я говорю, Маня, ну ты что ты не спросила? Ну, я боялась. Я говорю, что ты боялась? Ты же бы спросила, кто это был. Вот пока Саша не позвонил, я же не знала, кто это был. Мне вообще брат Марьи Ильиничны сказал, что... Мы Брат посмотрели, ее. Ну, знаете все брата, ухожено так. Порадовались, что и все говорят, боже, какой порядок. А я говорю, только Майя. Ой, Это может, я говорю, потому что Майя, больше Майя, некому. не Майя, это самый... Я говорю про Зину. Брат Зины. А, Володя, ну, так почему Зины? Так это же В городке. Вот этой самой, твоей подружки твоей. Тарасевич Зина, А, брат. Тарасевич, да, брат. Тарасевич, а, ну. Так вот я же сначала видел брата ее. Он сидел еще там на скамейке около там А такой какой домик у там. Зины брат разве есть? У него же нет брата. Не брат, сказал, это что он брат. племянник. Племянник, наверное. Не знаю. Он сказал, что вот эти дома, говорит, где жили Козичи, Илья и А Павел. тот, что мы зашли во дворе, он стоял... Нет, это вам было до тебя еще До за меня, год. да. За год. Это еще было в прошлом году. Это в этом году мы приехали А, вместе, ну, а в другое прошлом дело. году я сам приехал туда. Сначала я пришел, значит, сидят два мужика. Там такой дом кирпичный. Значит, вот эта улица прямая, а потом, значит, вот где ваши дома, два дома стоят, и вот эта улица прямая, сразу дом кирпичный стоит. Там такая застройка там идется. Сидят два мужика там на скамейке. Я подхожу к ним, спрашиваю, значит, знаете вы таких? Это я, говорит, брат. Я, говорит, знаю. Да. Сейчас, говорит, Зина, говорит, пошла. А я про Зину спрашиваю про это. Она пошла, говорит, в церковь. Она такая религиозная. Ну, племянник. Да, это самое. Так вот, я говорю, а где они жили? Она говорит, да вот, говорит, тут два дома. Тут Илья, говорит, там дальше, там Павел. А кто сейчас живет там? А тут, говорит, по даче купили их. По даче. Я понял, что живут совсем чужие люди там. И маме сказала об этом. Она поняла, что там живут чужие люди совершенно. Поэтому мы приезжаем туда, мы даже не подумали, что вы там можете быть, понимаете? Дело, что мы проходили, Вот и всё, мы поэтому, прошли, да. и никого не во дворе. Что чужие не было. люди купили эти дома по даче и живут там и Ой, все. ну ладно, уже будем знать, если будем живы, то я думаю, что Да. поедем и на следующий год. Если... А ты там все лето почти. Я как 1 мая начинается, забирала малого, вот 3 года я не работаю, только я ж работала все Ну, время. я, знаешь, работала долго. Я ж работала все Ты ж время. молодая еще, что ж. Прямо. Ну, конечно. Ну да. Не сравнишь же со мной. Так я в 63-м году закрыла магазин на ремонт и села дома, и не знала, что мне делать. А мои друзья в Народном контроле республики звонят мне домой. Так ты что, бляха, будешь дома сидеть, а магазин закрыли на ремонт? Меня же хотели, чтобы я ремонтировала магазин. А я говорю, найдите дурную, чтобы она ремонтировала магазин, особенно стройку вела в таком возрасте, чтобы отвечать за каждый стройматериал, который воруют. Возраст не такой же Как большой, это? Что значит нет. небольшой? А стройматериал, это надо что? А, ну, Стройку вести красками этим мне вонять? Да, бывает. Я говорю, найдите дурную, чтобы она работала на этом самом объекте. И потом мне завтра скажут, бабушка пенсионерка, до свидания. Да. Отдайте место молодому. Я говорю, так найдите дурную, чтобы она работала.
И я все, до свидания, написала заявление, и все, меня проводили на пенсию, ушла. И вот я сижу дома, и вдруг ко мне позвонят высокие друзья и говорят: и ты что, дома сидишь? Я говорю: да. Конечно, хлопцы раньше, которые со службы, это самое, АБЭП, которые меня знали хорошо, они уже крутые коммерсанты, кто строительством, кто там кирпичом каким заведует, кто там чертежом, газом яким. Да. А ты иди к нам бухгалтером. Я говорю: нет, я на такие службы не пойду. Говорю, я знаю, что это такое. Опасные места. Я знаю, что такое работа. Я говорю: нет, я на такую работу не пойду. Нет, будешь коптить, а получать там Во-вторых, будешь. я говорю, уже не тот возраст мой, не это самое. Ну и, короче, приехал друг один, приезжает ко мне хлопцы с контроля и говорят, что ты должна помочь одному хлопцу открыть магазин. Он, говорит, приехал с Канады, и много грошей его, и он должен купить магазин здесь. И ты помоги ему наладить работу. Я говорю: нет, Он я... сам русский, да? Да, я говорю: нет, я говорю: все, кончено на эту тему, я говорю: про торговлю мне не говорите, потому что нам мне уже надоело за 46 лет. Я говорю: мне со мной на эту тему не говорите. Потом все-таки они меня добивали 2 дня, и я согласилась на встречу. И вот я пошла с ними в ресторан, посидела, поглядела, хлопец нормальный, такой, как Саша, красивый, только моложе немножко, 44 года. Я говорю: ну ладно. Он купил столовую в общежитии студенческом и хотел себе сделать магазин. Я говорю: запомни, что сейчас рынок насыщен всем, чем угодно. Да. И твои колбасы, и твое все, сейчас никто не будет покупать, сейчас не та торговля, в которой мы работали. Это все, говорю, не будет там. И плюс, говорю, здесь студенческое общежитие и частные дома. Я говорю: хочешь, открывай кафе. Он послушал. Это где? Там около вас там, да? Нет, это там в одном районе. Я говорю: хочешь, я тебе помогу открыть кафе. Ну, короче, мы с ним поговорили, он согласился. Взяли лицензию в горосполкоме, поехали в Москву, закупили оборудование. Жаровочная печь, там все это, смелая женщина. Поехали, ну и все, и начали работать. Прежде чем научиться работать, это же надо цены, расценки. Да. Ездили по рынкам, закупали это частное предприятие. Мы можем, сегодня поставили 5 рублей, а на утро можем 2 рубля поставить. Он начал волноваться, я говорю: так, вот бутерброды у тебя сегодня не разобрали, сегодня мы это не поели, оно уже все, завтра по рубль 50 отдай их. Правильно. А я говорю: а на чем-то свежем завтра? Правильно. Давай перекрутим пирожки, там, еще что-то, что-то еще сделаем. И пошло, дело пошло. Было на 15 посадочных мест. И пока я 2 года проработала с ним, было уже на 35 посадочных мест. Во-первых, это общежитие никому не мешает гулять до 11 в общих домах, вот у наших домах, вы до 11 разрешили это кафе. А в домах, где общежитие, никто никому не мешает. И вот открыли это кафе, и начали, и пошло, и начало прогрессировать. Я их научила на компьютере, на всем работать. И пошла работа это на всю оставшуюся жизнь. И все. И я работала до тех пор, пока это самое не появился у меня правнучек. Все, потом моя внучка, когда она стала искусственницей, она говорит: бабушка, пусти меня на работу, я не могу дома сидеть. Говорю: с бутылочкой ты покормишь. И я сдобрилась и думаю: да сгорит ты огнем, я уже со своей жизнью отработала. Думаю, я ее пущу. И вот я с пеленочек забрала своего малого. Это где-то от 3 месяцев. Ну, хоть внучке сложилась жизнь. Так я же говорю, вот развелась 19 числа с этим гаишником, развелась. Она такая девчина, ну такая хорошая. И я вот взяла полностью на себя это дитя. Она такая же боевая, как и ты? Ну, наверное, да. Вот она открыла ИП по продаже автомобилей. Она сама ездит в Литву, сама гоняет эти машины, сама все. Сама там, она переоформляет и гоняет, и бригада сложилась вся такая. Господи, это вот даже не капли. Фу, Господи, милостивый. Голова на месте, все это на втором. Господи, милостивый. Поэтому я согласилась. И не знаю, как дальше судьба сложится. И, в общем, вот так я села. А так я еще помогла открыть кафе. Но, когда я дома летом, это хозяин, который я помогла работать, там семья, 7 человек своих, да? Они приезжают, меня забирают. На джипе приезжают, вечером демонстративно забирают. Я их в Турцию, Египет, пускаю отдыхать. И я уже беру на себя эту обузу, этого кафе. Я поработаю им, помогу, отпущу на месяц и пошла. Ну, ты еще, как говорится, голова еще варит, так что еще можешь помочь. Ну вот такие дела. Все про себя рассказала. Дальше будем слушать про вас, когда я приеду к вам. Все. Я вот такая, какая я есть, Саша. Все. Очень. Живу бедной такой хибары. Вот. Очень понятно. А зачем тебе больше? Зачем я сказала, бедный такой хибар. Я сказала. Эти, как говорят, хоромы, потом только убирать. Да не поэтому. Мы всю жизнь боялись чего-то. Ну, да, всю жизнь боялись. Соседка. Про соседку расскажу. Я отдыхала все время в Алуште. Ездили с мужем отдыхать. Волга, самая из первых была у меня. 21-го я ее сама водила. 75-й год, красавица Майя, 35 лет. Ехала в кожаной курточке, вся из себя такая, ну не полная, ну не толстая, но такая, вся из себя.
водила, тогда же машина была, и когда я проезжала в деревню, на меня такие вытрясшие глаза. Вот. И я отдыхала постоянно у одной хозяйки. Она работала главным врачом в санатории Беларуси, это в Алуште. И вот я с ней познакомилась, и каждый год мы ездили туда с маленькой Мариной, туда. Я приезжаю, там на все готовы, на все. А у них раньше же было, там вообще на юге, в Крыму, одежда такой, как шубы, там вот такое. Кстати, я тоже поездила много. Вот работала, но каждое лето я ездила в санаторий. Вот. И я с собой брала шмотки. И моя соседка написала, что я спекулирую. И пошло за мной гонение. Поэтому я всю жизнь боюсь от этой гроши, вот этой роскоши, я всю жизнь боюсь. Я этого всего боюсь. Я подумаю, отнимут последнее, потому что, во-первых, нервы отнимут. Из-за нее меня попотягали год по АБХСам, что она написала. За меня вот так, вот за стенкой, которая она сейчас живет. Дулю покажи ей из 3 пальцев. А и так Бог наказал. Его отравили. Он работал в Министерстве МВД по пеленгаторам, по подслушиванию этим самым. Так он приехал из дачи, у погреба попустили, отравили его. Потому что все, Маечка, и все известно, я все поняла, и надеюсь, что мы встретимся, а теперь нам уже пора смотреть. Нет, они растяпа. Вот. Есть чем А еще сравнить. заключение хочу сказать про Володю Дубовика. Есть чем сравнить. Ага, Да. да, ну, Я же Только шла хороший, а не к плохой. этому, блин, и не могла дойти до тех, Мариш, что просто... только хороший. Ну подожди, ты, ну пускай скажешь. Что, Саша? Хороший только. Я быстро расскажу. То, что Только пришло. плохой, не хороший. Хорошее ты сказал? Хороший, не Нет, я плохой. плохое расскажу. Что ты работал? Ну, плохое я расскажу, что заработал. Не надо плохое. Я очень Перестань. справедливый человек. Саша, Послушай. посмотри на меня. Вот икона, а я буду перед ней молиться. Послушаем. Если я хоть послушаем. грамм совру, я не это самое. Я привыкла. Почему у меня все продавцы дожили со мной до пенсии? Потому что если я делаю переучет, у меня рубль в магазине, они все получали по рублю. Поэтому у меня никогда не был недостаток. Я не знаю, что такое недостаток, что такое мне Маша, плакать. хорошо, послушай, чем он тебя обидел. А теперь, чем он меня обидел? Да когда я кончила, вот когда меня не взяли никуда, Я понял. вот пчеловодом этим всем, куды? Почему мне замуж надо было ехать, как я не поступила? Пошла мама к нему и просила, Володя, а он жил на проспекте рядом с моим магазином. Вот мой магазин, а вот его дом. А у него 60 квадратов метров было. Трехкомнатная с высокими потолками квартира. Моя мама пошла и сказала, пропиши, если бы он меня прописал, я бы устроилась. А он мне отказал в этом. И вот скалечилась моя жизнь. А после этого он лет 15 ко мне не показывал. А потом, когда я уже сильным директором стал, он ходил ко мне, потому что дорогу только перейти. Отоваривается. Скажи, это родственник? Я не считаю таких родственников. Поэтому, Это уже, да, поэтому как хочешь, рассуди, сестричка, как ты хочешь рассуди. Я по жизни, по справедливости. Откуда? Саша, согласен со мной? Вот это Мария Козич такая же тоже. Ты Это, согласен со мной? это маминого брата, значит, жена младшего брата. Вот такая же тоже, жена такую же мне гадость сделала тоже. Ты согласен со мной? Ну так, давайте выпьем за это. Вот так. Саша тоже получил от родственниц. Я тоже получил, Поняла? да, Поэтому я наводила, таких да, родственников то же не самое, хочу да. даже знать. Хоть он сколько раз хотел со мной, потом самое, как-то он да. приходит ко мне, он хочет самодефицита, я говорю, Володя нету. Я не ругалась с ним, ничего. Он у нас еще есть племянница, Саша Дубовика, дочка, Лина, с которой мы общаемся. Сейчас у Лины будет 70 лет, мы с ним встретимся. Я все равно ему за столом выскажу. Правильно, правильно делаешь. Я ношу эту обиду всю А жизнь. какой Саша Дубовик? Это Саша Дубовик, это Володин родной брат был, умер. Саша, это родные братья. А были. тот, что умер, брат. Тебе же он говорил, брат умер. Там есть этот самый, вот же. Давайте посмотрим. Я же без очков когда не покажу. Он тебе скажет. Что-то я Сашу не помню здесь. Вот Дубовик у нас, так, где у нас Ну. Дубовики? Так, вот Дубовик. Значит, и Дубовик идет у нас Константин, Александр, а вот Александр Иосифович. Да. Александр Александрович, это его сын. Это вот про этого, да? Подожди, Володя Дубовик, Владимир Дубовик. Владимир Дубовик, это вот его брат. Владимир Александр, да? И брат Костя, который погиб Да, на Украине. да. Так вот Александр Иосифович, Вот. это его брат. Это Александра, это дочка Лина. Жена Лидия. Да, Лида была, Лида да. жена. Да. А вот про этого речь. Да, так, это вот они Ага. два родных брата. Так вот эта Лина, она племянница Володи. Так вот она у меня работала за отделом, я ее брала к себе. Представляешь, это вот родня, я ей дала всю жизнь дорогу, и вот теперь Ну, она, мы видишь с ней как? как родня. О. Настоящая родня. А он как поступил? Ему что, трудно было прописать? Когда он, Коля Может быть, там жена что-то такое, она же такая чувствуется. Мама, я думаю, что вот за красивыми улыбками, словами иногда скрывается Лариса, не очень смотри хорошая... мне прямо в глаза, я говорю то, что я думаю. Маечка, я тебе верю, Господи. Так, а дальше еще один вопрос. Колю, Нининого брата, Коля Козич. Конечно. В бюро пропуска МВД работал. Да. Мне 16 лет. Что они не могли меня у милиции прописать Володе?
Конечно. А я уже была взрослая, я же пошла дальше в путь в Минске, понимаешь? Зачем мне было эффективно эти браки делать? А потом, когда я стала директором, они ко мне всю дорогу нашли. Так я бы выразилась. Что мы тебе обида Но я очень культурная женщина. понятно. Я Сашу уважаю, но когда-нибудь и матом Ну, скажу. пока, Маечка. Я люблю справедливость. Видишь, как все. Для меня это родня. Вот если я увидела тебя, родная кровь, я понимаю, что у нас просто не сводила судьба. Да. Вот Она не сводила нас судьба. у отца есть сестра Галя тоже, вот такой же характер точно. Да. Она Галя. нас не сводила, потому Галина что, во-первых, я идет, да, меньше, тоже. а во-вторых, это сам, может быть, я хотя бы по уровню была как Зина, так мы бы с тобой постоянно общались. А так у нас ты себе, я себе, жизнь пошло, дети, все. Я так часто вспоминаю Зину, бедная Зина. Да, это вообще, это то слово не подходит. Бедная Зинка. То слово не подходит, это надо когда-нибудь Она со рассказать. мной делилась, плакала, я говорю, а почему ты по-своему? Она говорит, а что я могу свое? Ну ладно, не будем же. Пришел. Царство им небесное. Внучек пришел? Наверное. О, мальчик пришел. Ну давайте, давай. Иди сюда, давай. красавец. Саша, давай. Ну давайте. Иди сюда, красавец. Кто там? Мальчишка пришел. Иди сюда. Спрятался. Симпатичный. Я все рассказала. Я все. Спасибо. И что я не все рассказала. Если бы я с тобой встретилась, нам с тобой дня бы не хватило. Я бы всех вот родственников рассказала, которых я знаю, которых ты бы мне рассказала. Я очень хочу Вот. еще пожить, чтобы еще встретиться Вот с так. тобой. Все, дорогая. Ой, Господи, хотела бы Лиму. И Лимочку, как она? Лима, наверное, неплохо, не жалуется. Она с дочкой живет. Лина у нас, Лина, она у нас своеобразный человек. Правда? Да. Она тихая учительница. Ну да. Скромная, наверное. Несчастная. Правда? Почем? Муж был тоже пьяница, в молодом веку ушел. Двое детей, да, одна дочка в России, одна здесь. Что-то Что, откуда они я... ушли, что ли? Наверное, да. Я хотел его сфотографировать, он убежал. Побег. Какой хороший мальчик. Ну потом. Нам же пора идти. Одна Да. это самая... Хороший Понятно. мальчик, симпатичный. Одна дочка в России, одна здесь, с которой... Таким с ней- мальчиком можно куда угодно ехать. Он же Ну, да, да. большой. А, да, да, расскажи. конечно, Он всегда конечно. спокойно посидеть, он пока Да. освоится. Он Да. разбирается, у меня копится, он тебе не даст ни минуты спокоя. Мне уже надо спокойно. Давай доедай, чтобы не Спортсмен. осталось. Узла не оставляй на тарелке, и все. Такой любопытный, так посмотрел. Ну, как ребенок. Поковырялся в носу. Как ребенок. Как ребенок. В общем, тебе досталось. Это, знаешь, благодаря, что ты такая боевая, смелая, у тебя характер такой. Вот. А Зина была не из таких. Она тут по О, кофе как мы с зажала. тобой бы сели, на целый день нам бы Зажал, хватило, я тебе все зажал, и поэтому рассказала. она Сколько так- я за нее голову подставляла. Да, она рано ушла из жизни. Она рано ушла из жизни, я же ее досматривала, наша уже лежачая была. Дочка не ходила, я же за ней Я смотрела. слышала, я. Ой, Но Галечка теперь хорошо живет. это самое, и даже на похоронах, я сделал все похороны, и же Виктор же умер, все похороны, все сделал шикарные, такие похороны, все. Галина института, все приходили, наш доктор наук уже, Да, все. да, я. И ей уже сплачут, все соболезнуют, все. Мгм. Деньги собрали, и кто бы Галя спросила, тетка, сколько ты положила за это вот это все? Хоть бы кто спросила. Я рассказываю, если я вру хоть вот так, вот, я перед Ну, иконой почему сижу. я верю? Я перед иконой Это сижу. какие годы были? Чья фамилия какая? Вот Галя это. Галя Турпакова. Нет, Она же замуж Толкач. вышла. Толкач. Толкач. Да. Вот об этом и речь идет. Какой Галя? Ты имеешь в виду? Виктора Турпакова, Турпакова, и фамилия Толкач. Толкач. Ну, сейчас по мужу Толкач, Да. а она Турпакова по отцу. Да. Хорошо. Я не знаю, что у меня племянник такой Всё хорошо, красивый, хорошо. гордиться можно. Кем. О, как моя супруга почти. Чуть-чуть. Такая емкая. Ну почти чуть-чуть. Это я просто в таком костюме одета, а Ну, если я ничего, одену да. модная, такая ничего. Ну, Такая нормально, же Шурочка, да. Так. Ой, Хватит тебе, мы все съели уже, смотри. Ну, мы сколько сейчас съели. я так рада. Попьем чаю еще. Если ты знаешь, что как я рада. Я так люблю, когда едят гости. Во-первых, вы меня, конечно, испугали, если честно сказать, то вы меня напугали. М. Это точно. Мы это и 100%. поняли сразу, да. Поняли? Конечно. Конечно, я же же заикаться не стала. Я же люблю принимать, когда у меня всего много. Нет, а ты что, мало? Это ж очень Конечно, много. мало. Это очень много.